Sveiki, draugai lietuviai. Sveiki. Labą dieną. Su jumis Olegas ir Mariana iš Baltarusijos, Minsko. Привітання, сябры. С вами Олег и Маріанна. И мы из Минска, але зараз мы у Вильнюсе живем. Так вот, что я хочу сказать. Перш за все, сегодня у нас 22 сакавіка 2026 года. А это означает, что сегодня день весеннего день веснового... Весновой равноваги. Не-не-не, равноденства. Равноденства. Ну, и мы с гэтым днем вас віншуем. Это означает, что сегодня день зраняўся з ночью. Ну, може, ось, как бы, минулая ночь и день. Але наступная ноч будзе такая ж. Але самае цудоўнае, што пачынаючы з гэтага дня пачне павялічвацца дзень, а ноч будзе карацей. Ужо настрой будзе шмат людзей, якіх лепш. І мы знаходзімся на вельмі цудоўным месцы, якое я хацела даўно знайсці і вам паказаць. Мы знаходзімся на вуліцы Міндаўга, так? И побач с таким, как это называется, Осло на Май. Осло на Май. Это, ну, как бы такой жилой комплекс. Блок домов, да. Блок с домов. Апартаментами, со студиями. Я не ведаю, но по-литовски называется Осло на Май. На Май это дом. Тут можно жить, можно набывать квартиры. Але примечателен тем, что наўпрост за нашей спиной, там башня, не? Тут знаходзіцца помнік, які я хацела давно-давно знайсці з самого пачатку нашага жыцця тут у Вільнюсе. Помнік Джону Леннону, вядомому, знакамітому Бітлсу. Вось его тут якраз і прымастырілі в 2015 годзе. Ён толькі быў тут адкрыты і знаходіцца... Один литовский архитектор знайшоў здымак Леннона, незвычайный здымок, где он в око закрыл веткой, ромашкой. Правое вока Леннона, да, на фотке, вот на здымку, было закрыто кветочкой. На этих мотивах он забил помнік, такі скульптуры. Ну, гэта фотку адкрыў іншы зрабіў, а так. Потым рэалізаваў такі помнічак. Зараз мы вам его покажем, конечно, бліжэй. А далей у нас такая программа. Мы накіроўваемся далей по вуліцы Міндаўга і хотим сходить у цікавае месца і на разведку першыню. Каля чыгуначных рэйкаў знаходзіцца штосьці. Нам здаецца, штосьці цікавае, таму што я аднойчы бачыла, што там спыніўся турыстычны аўтобус і выйшла група турыстаў, пашлі туды. Мы не ведаем, што там, пакажам. Прыбіральня, можа? Можа, прыбіральня чыгуначная. Вось. Але калі мы што там пакажам, даведаемся, у нас где-то мы знойдзем месца і у нас будзе пікнічок чарговы. Мы адзначым сёння нядзеля, 22 сакавіка, дзень вясновага раўнадзенства і па-ангельску гэта гучыць Vernal Equinox Day. Vernal это весенний, Equinox равноденствие день, але можно казать и Spring Equinox Day. Happy Vernal Equinox Day. И мы подходим, вот там ось уваход, вот покажу жилый комплекс гэты, Осло на Май, там целый дворик. Мы зараз... Ага, можем подняться. Там коды, там мы не можем туда во дворик войти. И вот тут просто-напросто, наўпрост на бэкграунд, да, на, как на фоне? На тле. На тле такого будынку. Ранее тут была крама дронов, теперь Human Performance. Human Performance. Ну вот, глядите. Джон Ленин. А Джон это Джон, Иоанн, Иван.
лічыце, што Іван Ленін, да? Ваня Ленин. Вось, глядзіце, падыходзім. І вось такі помнік. Такая вось голова. Пахож ці не? Падобны? Подобный, длинный. Вось гэтая кветка ў воке. Іншае вока чыстае. А тут внутри, видать, автограф Ленина. Глядзіце, ён збоку, ён як перо, как бы. Глядзіце, як перо. Яким ён, можа, пісаў. Вот, глядзіце, тут явно как перо. Ён пісаў свае песні. Давайте поглядим, что тут, прочитай. Роберт Вайтакер, фотографус, мотивой. То есть, да, это кто его Роберт Вайтакер, да, он сфоткал. Да. Это его Скульптура сделана на мотивах. Да, по этой фотке. Ну, это мраморный, на мраморном такой колонне. Такая добрая мраморная. И вот, гранит. Или гранит. Шерый гранит. Джон. Леннон. Если коли вы не верите, да? Леннон. Дабл Н. Джон Леннон. Ну, он, звичайно, был в окулярах, а тут уже одна кветочка, а другий глаз без окуляра. Ну, монокль. Знял. Да. Ну, Он загинул в 80-м году. Да, в 80-м году он был забитый одним фанатом. И 3 снежня. Я у Нью-Йорку бачил этот дом, где он жил. Да. Чтобы загинул. Да. И, конечно, его фанаты там переживали. Зараз 3 снежня лічыцца такой международный день Джона Леннона и ягоных песен. Это пасля Пола Маккартні, то бок они удвох. Основные битлы, хто не ведае. Ось, сябры, я знаходжуся побач з Джоном Ленноном. Hello, I'm John. How are you? Fine? Ну, ось. Давно хотела знайсці гэты помнік. Даведалася, што ёсць у Вільнюсе помнік Джону Леннону яшчэ ў першыя месяцы нашага жыцця ў Вільні, а мы живем 4-й год, и все не ведала, где он расположен, и как его знайсці. Ну, а спойте что-нибудь с Леннона. Imagine, самая знаменитая... я ж была у музее Битлз в Ливерпуле, и опошний покой, где он весь белый, стоит белый рояль, и там барьер, правда, не пройдешь до его, а на рояле ягоное фото, и гучить фонограмма. Imagine there's no countries, it's easy if you try. There, уже забыла. Клаудия. No. Мне подобается 3-й куплет. No religions too. There is no religions, no countries, no boundaries. No borders. I hope someday you'll join us, and the world will be one. И там такие есть слова. Imagine no possessions. I wonder if you can. Это означает, представьте, что нет possessions, вашей собственности. То есть вот мое, это мое, дом, все мое. И он говорит, I wonder if you can. Интересно, сможете ли вы представить, что вашего такого нет? Вот. Все люди — это a brotherhood of man. То есть все братство. Но это утопия. Эта песня сейчас разглядаецца як утопічная, і гэта немагчыма представить, уявіць. Ну, это мара. Это мара, такая утопічная ідэя, тому што не толькі мяжы краіны, але і войны ўжо ідуць, і ніхто не хоча уступіць ні клочка зямлі, ні сантиметра. Не кавалка своей possession. Possession. А іншыя хотят завоевать и до себе приєднати.
І ось так і відбувається, що це така пісня, але її, звичайно, ведуть во всім світі, і люди з різних країн ведуть слово, lyrics, і можуть петь хором у великих залах, на полях, на стадіонах. Тому вчите слово песни Imagine, она вас выручит. Меня она выручала, я ее где только не проспевала, и возле костра у лесу с замежниками, и с нашими детьми. А я ведаю самое популярное слово из этой песни. У-у-у. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Ну вот я думаю, что вы думаете, скажете, что I'm a dreamer, я мечтатель, но я надеюсь, что я не единственный, а вы присоединитесь, и мир будет единым. Але гэта немагчыма. Но песню трэба ведаць. Вучыце Imagine. Сябры, я поднимаюсь по приступочках, крыху показать гэты Осло на Мэй дворик. Мы не сможем. Тут такая, вот видите, вот телефон, калитка, тут все на кодах. И там люди живут. Такой благородный. А вот тут, я еще раз показываю, и находится гэты помник. Ось и все, я спускаюсь. А мы идем далее по улице Миндауга у путешествии, у вандровочку до чыгуночных путей, рейковых путей. И мы хотим поглядеть, что там будет. Итак, мы прошли по улице Миндауга или какой? Не Миндауга. Значит, до такого великого перекрыжевания, до улицы Швидригайла. Вот глядите, вот она. Швидригайла. 8 или что? Или просто Швидригайла Гатова. И тут мы уже бачим такие уже старинные, да? Из такой цеглы будинок. И мы повернули налево у бок чыгуночного, можно сказать, вокзала. О, глядите, какая арочка. Ну что бачно? Ага. Знаете, по час войны он был разбуренный. Да, горело, так. выгорело. Тут были, конечно, вон два балкончика. Ага. Может, их замуровали, уже балкончика нема. Ну, а что тут? Некая шина. Ага. Причем все это было какой-то будинок, связанный с чыгункой. Значит, чему мы вырашили сюда податься? Тому, что, коли вот едешь на автобусе, и однойче я ехала, я побачила, что ось туди, да, вот где там микроавтобусы, заехал і спинився туристичний автобус, і оттуль вийшли усі туристи, пішли ось туди кудись. А я чула, коли тут чыгунка литовская святкувала какую-то свою годовину, то казали, что вздовж путей, вот далее будет мост уже, вот, и там железнодорожные рейки. И это что тут были какие-то, могут быть, ну, достопримечательности, как сказать, славутости или что. Да, вот. И может какой-то музей или что. Мы пришли на разведку. А как, куда, как нам? А як нам пройти? Куда? Ну, погляньте зараз, вот тут как-то. Я бачу, что это такое. Это старое депо. Старое депо, да, ты старое, бачишь, так? Да, Ага. оно круглое. Бо як робилося ранее депо? Заезжает техник, Ага. вот, а там коло такое вертится. Ты становишься, вагон становится, и потом его сюда раз, поворачивают в любой бок, и на любую колеину его засовывают. И какой-то любой... Развязка такая была, да, где его там для техников. Вот, вот, гляньте. Ну, коли ничего нема, поглядим на старое депо. Да. Где дорога?
А это не там еще, да? Ось стоят какие-то микроавтобусы. А я делаю, что тут не выключено, что много денничает, потому что вот сверху там набудовано, там нормально. Да, денничая, что есть тут, я ж кажу. Вот тут спынился автобус. Все вышли и пошли. Куда же они пошли? А я была... Так вось, меня это и... Давайте заглянем, тут покуль что брама. О, глядите, историчное что-то. А вот тут это пропускные какой-то такая. Ось, и там вот. Зараз мы постараемся что-то разведать. Баранком таким. Ага, вот ага. Такое. Угу. Мы знайшли покуль что адрес Швидригайла. Какой? Гатве 39. 39? 16Б. 39, 16Б. Вот так. И тут такая есть калиточка. Она, конечно, зачиненная. О, зачиненная. Но мы зараз постараемся разведать. Итак, мы обогнули. Пошли в інший бок сюда, левей. Обогнули вот за угол, да. И вот такое сапраўды старинное какое-то, але так само тут все уже за браму. Вон по-польски написано было школьное. Школьное это что? Что это значит? И что? Обрывок слова. Ну, вот, что ты бачишь? Вот то, покажи. Ага. Так, что? Вон видишь, ага. черная табличка такая, да? Ага. Кирпич черный. А вот рейки идут отсюда путь. Вот, например, тепловоз. Заезжает туда, ага. А по центру дырка же. Ага. И вот рейки так. И я вот берут, разворачиваюсь. Ага. И она потом по любой из этих реек едет вот туда. И там какой-то... Там да. Великий ангар да, такие там для такие поездов. Цехи, там какой-то ремонт. Да. Может, колы меняли там. Вон и так, то и самое, например, а вот, видите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот номеры. Вот туда они все заезжают. Да. Вот, бачите? Это вот такие колы будуются на всех великих вокзалах. А вот, заезжая, не? Не, я слева поехал. У нас не видно, солнце удало зараз. Да, тут закатные. Но мы же, как всегда, на закате только вовсю выбираемся. Мы же не можем ранее. Такие мы. Неорганизованные. Ну и мы, сябры, ось, как бы... А тут мы бачим, вот электрички стоят. Вось рейки. Вон едет как раз техничок литовский, да? Скажи, какой, куда? Каунас? Двухповерховый, да. Двухповерховый и двухвагонный, как звичайно, вагон один, вагон два. Мы и в Ригу ездили, и в Кауна. И, до речі, Строкає мы таким приехали? Нет, так. Не двухповерховым, звичайно. Ага. І ось там той мост, на який ми колись, ми ще туди зойдемо, не? Зойдемо. Угу. Пройдя, вот мы сейчас еще поднимемся. Итак, ось моя душа успокоилась. Мы с моста можем поглядеть на этот будинок. Да, теперь мы будем ведать, что это старое депо чыгуночное. Там кто-то в машине, может, был, может... Нема людей, у кого запитаться. Назва. Ну, ось ми довідалися, а зараз ми ось так по такой ось... Міркуючи по архітектурі, це побудована була ще до революції. От коли побудували тут вузел чыгуночний. Ага. Зараз по приступочках идем ось на той мост. Поднимемся и покажу вам как бы панорамный выгляд этого. Тут так приємно йти, такий скверик, да? Приємно йти, така дорожка, скверик такий. Старенькая дорожка. Старенькая такая, ну так тим більш приємно. Да. Ось. Тут так зелено, тут прям сквер, папа. Тут просто, вот глядите, шмат древов. І вони коли зацвітуть, і травка буде тут пригожа, і буде закривати гэты вигляд. Тому ось я зараз вирішила по ранній весні показати, самим поглядіти і вам показати.
І так ми виходимо знову на Свідригайла, яка вже от виводить на мост, вона заканчивается, а після это не мост, это путепровод, так? Правильно називається. І далі почнеться, може, інша вулиця? Да, інша. А яка? Там два прозвища. Ага. Глядите, як До речі, у них даже пригоже глядиться. заховалась старая водокачка. Да. Вот такая водокачка стояла в Минску, Ага. перед вуличного вокзала, да. Вот где-то прикладно здесь, где зараз это Галилео, вот эта крама О. великая. Вот такая стояла. Ага. Есть фотки минские, где еще есть у нас. Початку стагоддя. Ось стоє депо. Ми вам показуємо. Депо нужно отойти на середину. Да, на середині. Ну, ми вирішили перейти на той бок, а там є світлофор. Перейдемо назад дорогу по світлофору, все правильно. І пойдем, вернемся по этому путепроводу назад, але по тому боку. Так что мы тут колись уже ходили. Пешу, когда мы ходили в Икею. Мы ходили пешу летом. По травке. О, кольки железнодорожных этих путей. Дофига. Ну, вот стоит депо, да? Да, вот там это развалка, кстати, называется. Ага, да? развал. Вон посередине. Ага. Да, и потом вот как бы загоняется в любой вагон. Он Ага. накировывается в один из этих боксов, как бы, и туда поехал. Вот. А там формуется по-другому. І закатне сонейко. На дворі сьогодні, самі бачите, просто 0, 0 в облаках. Блакитне небо цілий день. Але, ну, как бы, тепло по-мартовски, но не так, що прям уже розпранайся і все. Ще буде такий тиждень, більш-менш. Ночі буде навіть було. Ночью будет -1 одной ночью, альбо было, альбо будет 0, альбо +1, это ще холодные ночи. А потім денные, самое высокое будет, на наступному тижні буде четвер, мені здається, +15, так 11, 10, 13. Умеренная, соковичная на дворе. Ух ты, а гляди, как тут, это текла вода, да? І так ми обійшли. І зараз знову ж назад вернемося на цей путепровод. На цей путепровод вже з іншого боку. У нас же поход пеший, тому ми не боїмося, коли там пройти. Ми ж гуляємо. Це вельми корисно для нашого узросту, для нашого здоров'я. Ми в Вільнюсі амаль паўсюль ходимо пешо. І отакі вандровки у Темліку. Вот сюда церква Стефана бачила, добре. Ага. Глядите. Ось. Это уже з іншого боку. Супротлегло к солнышку. Ось теперь Сонейкой там мы шли только что. Ну а тут что? Ось так. Вон самолетик летит. И самолет. Где? Вон. До аэропорта. А до аэропорта 5 км. Да. Я не бачу, конечно, так. Вон над домом якраз. Над домом. Ну, може ви побачите. Над будинком. Угу. Там некая церква. Купол. Сябры, я забыла сказать, что у гонор вяснового равноденства і весни реальної, які наступила, ось звертаю вашу увагу на эту кветочку з белого или желтого, якого? Белого. Это такая у Ленина была. Да. Такая кветочка была у Лены на правом боке. И такую кветочку ты мне подарил
на 45 годов. Прям на телевеже. На 45 годов шлюбу. Шлюбу, твои да, на 45 45 годов шлюбу. Такой вот из белого бурштину. Вот так. Глядите, а вот и тягничок прям под нами. Тягничок поехал под нами. Мы прям над ним с вами простояли. Ура! Сябры, хочу сказать, что пакуль выйдзе гэта відэа, дзень вяснога раўнадзенства уже пройдзе. Я не укладываюсь в свой расклад и расклад календарный, потому что гэта займае час зрабіць кожнае відэа, і таму я спазняюся. Не здзіўляйцеся і глядзіце мои відэа тады, калі яны выходзяць. У гэтым нічога дрэннага няма. Ну і зараз мы уже знаходзімся на вуліцы Штефана, такого святого Степана, так, калі казаць по-расейску. Мы ўжо ідзем на наш пікнічок, дзе-нибудь знойдзем месца, где мы зможем посидеть, адзначыць. Але на вось гэтай вуліцы знаходится знакомитый такой дом историчный, так званый дом Столыпина. Зараз попробуем его показать я вам и попросим Олежку, где он там во дворы увайшоў уже стоит, и подойдем до его, и он нам распавядзе, что за дом Столыпина. Вот такой историчный дом. Каля яго стоит такая оранжевая машинка сучасная. Ну что, папуся? Ага. Я иду, захожу, показываю, да? Это уже можно сдымать? Вот это вот? Вот, глядите, вот такое крыльцо. Да-да-да, иду. Вот какие-то как колонны, да? И как вот такая крыша, дах называется-то? Остренький. А мне подобаются такие крыши, вот таким вот острым углом. Обожаю. Это старинные. Так ён там адрамантаваны, да, частка? А вот тут такая какая-то уже больше не адрамантаваная. А ён и далей протягивается, гэты дом? О, глядите, какой великий. Эти воходы были позднее сделаны, но вот этот головный будинок. Вот это головный, да? Я так myślę, да. Угу. И еще недавно, ну, прикладно нескольких годов тому, еще висела мемориальная дошка, ну, вон там дырки есть, вот там она была. И тут было позначено, что это в этом доме жил... Вот там, да? Да, что в этом доме жил Петр Столыпин, царский премьер-министр. Вот. Я веду Столыпинские реформы. Вот правильно. И он, я думаю, как реформатор. Я хочу вот тут еще заглянуть за угол. Ну, потом, коли... Вот там светло горить. Потом в Литве вирішили, що не треба пропагандувати російського діяча. Ось так, да? Таблички. Ну, як зараз, вот тому зняли табличку з дому, де спинявся Достоєвський. Ну, вот так вирішили. Ну, в принципі, ясно. Он тут у Вільні чому оказався? Він був губернатором спочатку Городенської губернії, а потім його відправили в Вільню. Вот якраз в Вільнянській губернії він був автором, вернее как, він винайшов ідею про переход сільської господарки на таку фермерську господарку. І потім вже, коли став прем'єром російським, він цю реформу как бы і провів. Вот. Но менавіта тут він у Городенській губернії, а потім у Вільнянській, він как бы опробировал свою реформу, то есть дав селянам можливість з'їхати з вёски, отримати свої хутори, поделить землю вот эту общинную на хуторы. Для Вильни, для Великого князя Литовского, в принципе, это было уже властиво, и многие просто вернулись на свою старую землю. А для вот
российских губерний это было как бы революционным шляхом. Вот. Ну, и он же казал, вот ее знакомитое выказание Столыпина, что мне треба там, нам треба там моцная, вам треба революція, а нам треба моцная Росія. І він бачив опіришся Росії у тим, що будуть моцні селяни. От, буде клас, який буде підтримувати реформи, капіталізм. Ось. Ну, його реформа как бы почалась недренно, но не закончилась. Він був забитий, до речі, виходцем з Білорусі. Угу. Ось, це було відбулося в Києві, в театрі його застрелили. Выходец из Беларуси? Революционер, да. Угу. На что белорусы здольные? Да. Студент, да. И так, это было, Где такого знайти белорусы зараз? 1900, там, я не помню, 12 год. Ну, короче, перед Всесветной войной. И дальнейшие реформы российские застопорились, и уже как бы вот этого класса селянов, властников моцных у России так и не оказалось. И потом революция тому и большевистская, как бы, да, переворот и отбылся, что не было тех, кто бы подтримливал демократичность этого лад життя. Ну, этот дом, когда он будовался, тут ничего этого не было, бо вся эта забудова початку 20-го століття. Угу. Тут були такі невеликі домки, всякі, тут ускраїна була. Угу. Ну, а тепер, бачите, вот такі доми. Угу. В Темнику вони були побудовані. Вот, это ось гэтые, да? До революції, до 14-го года, до початку Першої світової війни, був такий економічний бум. Ось. І цей бум був у Темнику споруджений реформами, які Петр Столыпин провів. Це сам до його не дожив. І вось гэты, яких часоў такі вось дом? Це конець 19-го, початок 20-го століття. Угу. Ну, добре. Великий дякую за розповідь. А це дом Столыпина. Угу. Итак, сябры, мы знайшли место для пикничка. Мы вам показали сегодня у День вясновага раўнадзенства и помнік Джону Леннону, где находится, и сфотографовались нават там. И показали вам старое чыгуначное депо, чыгуначные рейки, показали цягнічок с путерпровода. Показали гістарычны дом Столыпина, прошлись по таким малавядомым, але гістарычным месцам Вільнюса. І зараз не менее таким гістарычным месцы мы таксама маем пікнічок. Яшчэ раз віншуем з днём вясновага раўнадзенства і зычым што? Каб добрый теплый весны. С павелічэннем дзён, так, павялічвалось счастье. Радасныя навіны нас радавалі. І асабліва, што тычыцца вайны ў Іране, каб гэта ўсё не пагоршылася. Ну, мы так зычым, мы так гэтага хацім, а ўж як там будзе, будзем сачыць за падзеямі. Каб вайна в Украіне ішла до лагічнага завершэння разгрому агрэсара. Ну, тут и залежит от иранской войны так само. Вот, так что все это взаимосвязано и с заокеанскими так само дечами некоторыми. Вот, так что віншуем и до новых встреч. Суюмис, Буво, Олегас и Маріанна. С вами были Олег и Маріанна. До встречи. Пакуль. Бисагяров. Imagine there's no heaven. It's easy
no hill below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. I hope someday you'll join